Чем таджик хуже немца? Потому что немец живет в развитой стране. Я живу в реальной жизни. Я вижу, что Таджикистан и Узбекистан — это менее развитые страны. Оттуда идет наркотрафик, оттуда приезжают люди. Ну а я не хочу, чтобы сюда без визы въезжали прекрасные граждане Узбекистана и Таджикистана. Не выгоден он мигрант, он не умеет работать. Он приехал из сельской местности. Мы потеряем квалификацию. Мы в космос поднимались, а они тяпками хлопок обрабатывали. Вы плохо знаете Таджикистан. Вот Таджикистан – место особенное. Но не случайно, каждый раз, когда пытаются, не понимая особенностей страны и особенностей людей, навязать им несвойственную форму правления, заканчивается приходом страшных радикалов. Это такая страна, где беженцы живут. По новостям видел. Беженцы откуда? Со всех стран мира. И тот ужас, который пережил братский нам, любимый наш таджикский народ, который жил в составе Советского Союза, как и киргизы, как и казахи. Я отношусь к ним с большой любовью. Турецкая армия уже подошла к Кавказу. И дальше мерещится Туркмения. А там Узбекистан. На всех постсоветских республиках. И особенно Средняя Азия. Когда она заполыхает, то Карабах и Белоруссия будут... ягодки, цветочки будут там. Вы хотите просто под предлогом виз закрыть въезд в Российскую Федерацию? Да. Лавров посоветовал гражданам Таджикистана избегать мутных схем при работе в России. Про отношение москвичей к мигрантам. И, к сожалению, в общем, вывод такой, что не зависит даже от страны от страны, скорее от национальности, да, вот это отношение. Что, скажем, к дагестанцам и чеченцам относятся так же негативно, как к таджикам и азербайджанцам. Я не считаю, что таджик какой там человек, как личность, как там существо биологическое хуже немца. Но я считаю, безусловно, это факт. Узбекистан, Таджикистан — опасное место. Дорогой ты наш клоун, ты хоть раз был в Узбекистане, в Таджикистане, я не знаю, как турист, как... Древний народ, цивилизованный народ, сделавший немало для цивилизации. Поэтому он себя и так вот достойно ведет. Еще 2000 лет назад в Таджикистане была такая культура, такие ученые, медицина, то же самое в Узбекистане, а ты говоришь, что это отсталая страна. Так отсталая страна она может потому, что еще в Советском Союзе грабили республики, которые были в составе Советского Союза. Что происходит с узбеками сейчас, таджиками? В курсе, да? Они вернулись на тот уровень, который были до того, как. Могу сказать следующее, что все братские республики, которые существовали до сих пор, были в Советском Союзе, и территории гораздо большие, изначально были всегда нашими территориями. Это не было то, что мы присоединили, а было то, что когда жители, представьте, желтой расы начали вырезать друг друга, что они очень любят делать, между прочим, часть племен, которых они вырезали, спасаясь бегством от гибели, уничтожения, уходили и приходили к нам, нашим предкам имеется в виду. И наши предки предоставляли им земли, наши земли, а не их собственные земли. Я помню с благодарностью, как они принимали во время Великой Отечественной войны семьи русских, украинцев, белорусов. Мы им должны. Например, собирали хлопок в Узбекистане с помощью людей, студентов за бесплатно и продавали в Москву за копейки. Москва кайфовала, Москва жила как в раю, в то время как вот эти республики жили как бомжи. Азию надо беречь. Они все к нам вернутся. Туризм великолепный будет. Зачем? Тот ужас, который они прошли по нашей вине, потому что предатели в Беловежской пуще распустили страну, а даже не спросили эти республики. И не оставили им никакого шанса на мирный выход из этой ситуации. Никакого. 3 эгоиста решили разбежаться по своим квартирам. И многое то, что происходит сейчас, это последствия подлости Беловежской путчи. Работали на эту советскую власть. Вот что происходило. И ты говоришь, что страны, эти республики отсталые. Так может потому, что они отсталые из-за того, что их постоянно давили и как рабов использовали? Как-то мы связаны. Для нас это большая общая родина. И царская Россия, советская. Сегодня вот это у нас союз. Содружество независимых государств. Радуйтесь, что эти мигранты есть, которые когда-то спасали твоих бабушек, дедушек во время блокады, которые воевали за то, чтобы у тебя сейчас мирное небо над головой было. Приезжают и работают. Хочешь, не хочешь, но они помогают развиваться экономике России. Если просто их не будет, никто работать не будет.